В июне 1812 года наполеоновская армия вторглась в Россию, начинается Отечественная война. В этой войне в чине ротмистра участвует Александр Чеченский, которого в последующем за военные заслуги не раз повышали в чине. Напомним, мальчиком он был пленен во время одного из боев между царскими войсками и отрядами шейха Мансура в Алдах. Тогда воспитание мальчика взял на себя будущий генерал Николай Раевский. В августе 1812 года начинаются знаменитые рейды Дениса Давыдова по тылам противника. Во всех партизанских боевых действиях проявляется незаурядная храбрость и Александра Чеченского, которого Давыдов постоянно выделяет в своих реляциях. 26 августа 12 года ротмистр Чеченский участвует в знаменитом Бородинском сражении в составе кавалерийского корпуса атамана Платова. С августа по декабрь 12 года Александр Чеченский со своим отрядом прошел с боями от Вязьмы до Смоленска, Вильнюса, Гродно, далее Польши и, наконец, до самого Парижа. За воинскую доблесть в ходе Отечественной войны Чеченский был награжден орденами Святого Владимира и Святой Анны второй степени, медалями за вступление в Париж и в память 1812 года. В июле 1847 года хирург с мировым именем Николай Пирогов прибывает на Кавказ в действующую армию, так как хотел проверить в полевых условиях разработанные им операционные методы. На Кавказе он впервые применил перевязку бинтами, пропитанными крахмалом. Пирогов в качестве врача принимает участие во взятии аула Салты в Дагестане, где впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Проездом в Салты Пирогов остановился и в крепости Грозной, в которой провел ряд показательных операций и обнародовал результаты своих наблюдений в области горской народной медицины. В книге Кулебякина «Кунаки», вышедшей в 1913 году, рассказывается о том, как некоего казака Фролова, сына майора Гребенского полка, расположенного в станице Червленой, привезли в госпиталь. Ввиду гангрены хирург решил ампутировать ногу пациента, но отец и его кунаки-чеченцы забрали его домой, и чеченский лекарь Юсуп настоями из трав вылечил казака. Впоследствии, пораженный искусством горских лекарей, Пирогов писал, что азиатские врачи на Кавказе вылечивали такие наружные повреждения, которые, по мнению наших врачей, требовали ампутации. Известно, что Пирогов ампутировал также ногу и знаменитого Наиба Шамиля, Байсангура Биноевского. 1 июля 1883 года с высочайшего соизволения в Чечне упраздняются Веденский и Аргунские округа. Тем же решением образовывается Терская область уже в составе новых 4 округов – Владикавказского, Грозненского, Начикского и Хасавюртовского. Кроме того, в Терской области создаются 3 казачьих отдела. До этого область делилась на 7 округов – Начикский, Владикавказский, Грозненский, Аргунский, Веденский, Хасавюртовский и Кизлярский. Деление на округа и участки было не по национальному признаку, то есть в территорию округа или участка могли входить как горские аулы, так и казачьи станицы, солдатские слободки. Принятые территориально-административные меры, по мнению руководства, должны были способствовать умиротворению и укреплению порядка в крае. 17 июня 1906 года на имя председателя Первой Государственной Думы Сергея Муромцева с приложением копии членам Думы от Терской области Эльдарханову и Маслову, а также с копией на имя наместника на Кавказе графа Воронцова-Дашкова поступает телеграмма с требованием не вовлекать чеченцев в стражники для охраны помещичьих имений в центральные губернии России. Уже 28 июня этого же года чеченский депутат Эльдарханов выступает на заседании Думы с требованием прекратить вербовку стражников из горцев Терской области. Мол, это может посеять межнациональную рознь. Под давлением общественности вербовка стражников из Северокавказского региона вскоре была прекращена. В июле 1920 года оборвалась жизнь первого чеченского врача по образованию Магомеда Ахтаханова. Ахтаханов родился в 1893 году и прожил всего 27 лет. Успешно сданные вступительные экзамены в Ставропольскую мужскую классическую гимназию дали Ахтаханову возможность учиться на так называемую горскую стипендию. Помог и отец, который, чтобы его жалование дало возможность сыну учиться, поступил на службу в армию и отправился на русско-японскую войну. В 1912 году на деньги сельской общины Ахтаханов поступает на медицинский факультет Московского университета. Перед ректором за него ходатайствовало Общество распространения образования и технических сведений среди горцев Терской области. В мае 17 года, получив звание врача, он вернулся в родное село Гойты и организовал первый медицинский участок. Вскоре Ахтаханов назначается окружным врачом, затем исполняющим обязанности старшего врача военного госпиталя Грозного. В это же время он становится и одним из
из организаторов общества распространения просвещения среди чеченцев. В 19 году Ахтаханов в качестве врача участвовал на стороне большевиков в боях у села Гойты и крепости Воздвиженской. После разгрома армии Деникина он был избран членом Чеченского революционного комитета и назначен заведующим областным здравоотделом. Однако последствия сыпного тифа, которым он переболел в окопах, давали о себе знать. В июле 2020 года болезнь оборвала жизнь первого чеченского врача. Грозненский государственный нефтяной институт основан в 1920 году как высший нефтяной техникум в составе 8 отделений. Первый выпуск инженеров состоялся в 1925 году. 3 июля 1929 года Совет народных комиссаров утверждает титульный список высших учебных заведений, которые необходимо было открыть. Бывший нефтяной техникум был реорганизован в Грозненский нефтяной институт и получил союзное значение. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1973 году институту было присвоено имя его выдающегося выпускника, академика Михаила Миллиончикова, ученого, государственного и общественного деятеля. К 1989 году вуз насчитывал 8 факультетов, на которых вели подготовку по 16 специальностям. К этому времени в институте обучалось свыше 5000 студентов. Во время военных действий корпуса института были разрушены. Однако вскоре после окончания Второй чеченской кампании институт начал работать в нормальном режиме. Более того, в 2009 году началось строительство нового учебного корпуса.